Здравствуйте, ребята! Я очень рад быть сегодня у вас в гостях. Давайте с вами поприветствуем друг друга. Я передам этот асык, и каждый, кто его получит, улыбнется соседу и скажет: «Саляметсизбе, я с тобой». Я с тобой. Саляметсизбе, я с тобой. Вот мы и соединились в один круг. Когда мы вместе, мы сильнее и веселее. Саляметсизбе. Об этом мне рассказала мудрая степь. Давным-давно наш народ жил в бескрайней степи. Люди переезжали с места на место, жили в красивых юртах, а вокруг была суровая природа. Могла быть жаркая, сильная жара, могла быть снежная буря. И чтобы выжить, людям нужно было держаться вместе, как наши пальчики в кулачке. Сделайте вот так, кулачки, вот все вместе. Одному было очень трудно, а вместе можно было справиться с любой задачей. Так суровая природа закалила в нас три главных качества. Мудрость, чтобы принимать решения, выносливость, чтобы преодолевать трудности, и солидарность, чтобы выживать вместе. Вы знаете, что у нашего народа есть сила, которую не измерить богатством или оружием. Это сила в единстве. Она живет в двух древних словах – асар и жилу. Сегодня я хочу вам рассказать о них, потому что в них секрет того, каким был наш народ и каким вам, как будущим мужчинам, стоит быть. Асар – это большие дела. Представьте, что у меня есть огромный пазл, целая картина. Одному его собирать займет целый день, а если мы вместе с вами начнем собирать, это будет легко. Так и в степи, чтобы поставить новую юрту, это как собрать большой дом. Собирались все соседи. Одни ставили жерди, другие натягивали войлок, третьи стелили ковры. И за весь день семья получала новый дом. Это и есть асар. Когда всем миром, все вместе делаем одно большое дело. Давайте вместе с хором скажем асар. Вместе. Асар. Асар. Асар, правильно. Жилу – это доброе сердце. А теперь другая история. Представьте, что у нашего друга сломалась самая любимая машинка. Он очень грустит. Что вы почувствуете, Алдер? Вам будет его жалко, и вы, наверное, захотите его пожалеть и дать поиграть своей игрушкой. Вот это чувство называется жилу. Это когда у тебя в сердце появляется тепло и желание помочь тому, у кого горе. Если в степи у кого-то случалась беда, все приходили и приносили. Кто-то теплый тулуп, кто-то продукты. Они делились своим теплом. Давайте вместе скажем жилу. Эти традиции не музейные экспонаты, они живут в нас. Сегодня в наше время асар – это субботник во дворе, помощь другу с переездом, волонтерство. Жилу – это сбор средств на лечение, помощь пострадавшим от стихии, просто поддержка друга в трудную минуту. Вы, наши мальчики, уже тоже можете быть частью этого. Ребята, вы согласны со мной? Да. Можете ли вы принести пример из своей жизни, как вы помогаете окружающим? Родителям, сестре, маме, папе, друзьям? Как помогаешь родителям? Сделать асар. Наша задача построить общий дом из одного большого конструктора. Но правило такое. Строить можно только по одному кубику за раз. Я буду звать вас по одному. Вы будете класть свои кубики.
Жигитер. Мы сделали это вместе. Каждый из нас внес свой маленький вклад, а получилось большое дело. Вот что такое асар. Жарайсыңдар, жігіттер. Асар и Жылу живут не только в сказках. Они живут здесь, в нашей группе, дома, на улице. Давайте подумаем вместе, когда нам нужен асар. Когда другим людям помогать, когда нужно другим соседям помогать. А ты как считаешь, Тимур? Другим людям помогать. Жарайсыңдар, жігіттер. Өте жақсы. Настоящий мужчина силен не только кулаками, но и великодушием. Он опора для семьи и надежда для общества. Быть казахом значит нести в сердце этот долг, помогать, объединять, созидать. Ребята, а вы знаете пословицу о труде, дружбе, мужестве, об ответственности за слово, о том, как и чему вы учитесь у старших? Кескен гель болмайды, и без кескен дос болмайды. Жарайсыңдар, жігіттер. Ребята, сегодня вы узнали два важных секрета нашего народа. Асар и Жылу. Сила в дружбе и в добром сердце. Давайте договоримся, мы с вами будем замечать тех, кому нужна наша рука помощи. И будем притягивать его, ее, не дожидаясь просьбы. Потому что мы потомки народа, который выжил благодаря Асару и Жылу. И мы пронесем эту эстафету добра дальше.